Сегодня в России профессиональный праздник отмечают работники культуры. Он касается всех людей творческих профессий – писателей, поэтов, актеров, художников и хранителей культурного наследия, библиотекарей, музейных работников. 3350 человек трудятся в отрасли культуры Чувашии. Всех представителей профессии поздравили в Чувашской государственной филармонии. 6 театров, 3 государственных музея, 3 концертные и 3 образовательные организации, 488 библиотек, 671 культурно-досуговое учреждение, 44 детские школы искусств, 3 государственных и 25 муниципальных архивов. Это сеть учреждений культуры республики. В них ежедневно трудятся сотни людей, которые пишут музыку, выступают на сцене, сочиняют стихи, творят для жителей региона. Сейчас в Чувашии работают над созданием оперы, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На лето запланировано открытие мемориального комплекса в Козловке. Этот праздник, он повод не только для нас обсудить какие-то задачи, но и поблагодарить друг друга за ту работу, которая проделана. Одним из самых главных достижений для нас это, конечно же, было открытие филармонии. Я хочу отметить, что в республике успешно заработала Национальная школа вышивки, День чувашской вышивки. И проекты, которые мы с вами инициировали в 2020 году, в 2021 году, они были настолько интересны, что нас поддержала вся Россия. И сейчас мы вместе со всеми регионами и странами работаем над проектом «Вышитая карта России». Чувашия станет первым регионом, который примет всероссийскую детскую фольклориаду. Поздравляя деятелей культуры с профессиональным праздником, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что их работа имеет огромное значение для сохранения традиций и для воспитания подрастающего поколения. Каждый работник, выполняя на своем месте свои задачи, вносит вклад в развитие культуры Чувашии в целом. В сфере культуры Эльвира Альмешкина 30 лет. Сегодня она получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Сейчас открывается очень много возможностей. Есть литература, есть интернет, можно посмотреть достижения других народов. Очень интересно. И хочется, если ты узнаешь, и хочется дарить это всем и людям. Молодому поколению, чтобы они больше знали. Тем более вот этот наш родной чувашский язык. А что касается той награды, которая удостоилась, я считаю, что это не моя личная награда, не мой личный вклад. Это работа всего коллектива. 2022 год объявлен в Чувашии годом выдающихся земляков. В его рамках еще не раз мы вспомним легендарные имена деятелей культуры и откроем новые.